Рациональное использование средств бюджета является одной из главных задач государства, в частности, Министерства финансов. Правительством ведется активная работа по развитию казначейской системы, внедряются новые финансовые механизмы и инструменты. Основная цель – усовершенствование, контроль за расходованием денежных средств. Эту функцию выполняет казначейское сопровождение государственных контрактов. Накануне правила казначейского сопровождения были утверждены Кабмином. Следующим этапом определят перечень государственных контрактов, на которые он будет распространяться. Это будет часть контрактов, заключаемых в рамках реализации инвестиционных программ. Что же из себя представляет данный механизм? В настоящее время бюджетные средства, выделенные на оплату государственных контрактов, на поставку товаров либо выполнение работ, перечисляются исполнителям этих контрактов на их счета, открытые в кредитных организациях. Более того, с момента перечисления этих средств со счета бюджета на счета в кредитных учреждениях, эти средства выбывают из поля зрения государства, теряют статус бюджетных, и на них не распространяется, как следствие, государственный финансовый контроль. Такое положение вещей создает, к сожалению, высокие риски отвлечения этих средств на цели, не связанные с исполнением контрактов. Нередки случаи, и это отражается в актах контрольных мероприятий, осуществляемых органами финансового контроля, когда исполнители контрактов, получив денежные средства от бюджета, направляют их на погашение их задолженностей, кредитов. Возникали случаи, когда эти суммы попадали под налоговые санкции в связи с возникновением обязательств перед бюджетом по той деятельности, которую осуществляют исполнители. Естественно, в конечном итоге такая ситуация приводит к тому, что государственные контракты исполняются некачественно, исполняются не в сроки и так далее. Казначейское сопровождение средств предполагает, что участники этого процесса, то есть исполнители, которые работают по контрактам, на которые распространяется этот механизм, будут открывать счета в управлении казначейства. Соответственно, эти суммы по контрактам будут оставаться в бюджетной системе. Сотрудники казначейства в режиме реального времени будут осуществлять контроль за рациональным расходованием бюджета. Это означает, что полностью исключается возможность нецелевого использования денежных средств. Данный механизм пока что распространяется только на инвестиционные программы, однако в скором времени планируется расширить нормы казначейского сопровождения. Горизонт применения этого механизма он достаточно широкий. Его можно распространить на суммы, выделяемые из бюджетов на финансирование унитарных предприятий, республиканского и местного значения. Его распространить возможно также на государственные контракты, имеющих важное социальное, стратегическое значение и так далее. В этом году, да, мы его опробируем на каком-то узком перечне контрактов. Далее мы ожидаем получить достаточно такие хорошие положительные результаты от его реализации и внедрения, и дальше уже его распространить на уже более широкий перечень государственных контрактов, которые оплачиваются за счет средств бюджета. Одним из важных преимуществ казначейского сопровождения является понятие иммунитета бюджета. Это правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджета возможно только при наличии судебного акта. В случае, даже если у исполнителя контракта есть задолженности перед бюджетом в результате его деятельности, налоговые органы не смогут выставлять ему инкассовые поручения, отзывать эти суммы в бюджет, и, соответственно, у исполнителя останется ресурс, чтобы выполнить условия контракта качественно и в срок. Помимо положительного результата, который мы ожидаем от реализации этого нового механизма, для нас, для казначеев, для Министерства финансов, он особенно интересен тем, что все новые технологии, которые мы ранее внедряли в бюджетную среду, они касались взаимоотношений бюджета и бюджетополучателя. Сейчас же речь идет о коммерческих организациях, которые не являются бюджетными учреждениями, не являются участниками бюджетного процесса, но в силу исполнения государственных контрактов имеют доступ к государственным финансам. И мы надеемся, что реализация этого проекта
проявит себя с очень положительной стороны. Говоря об усовершенствовании казначейской системы, важно отметить еще один новый проект, который совсем недавно был реализован Минфином – применение электронно-цифровой подписи. В 2020 году Министерству финансов удалось создать удостоверяющий центр, который занимается выдачей электронно-цифровой подписи. И уже в первом квартале 2021 года большая часть бюджетных организаций была переведена на электронный формат взаимодействия с управлением казначейства. В настоящее время 98% получателей средств республиканского бюджета осуществляют взаимодействие с казначейством исключительно в электронной форме, что избавляет их от необходимости дублировать на бумажном носителе документы, платежные расчетные документы и предоставлять их в казначейство. У нас ведется электронное архивирование, то есть весь обмен документами с нашими клиентами происходит исключительно в электронной форме. В этом году мы решили масштабировать, распространить этот механизм взаимодействия на местные бюджеты. В настоящее время 2 местных бюджета на 100% переведены также на электронно-цифровую подпись. Это город Сухум и Сухумский район. Особо, кстати, хотел бы отметить Сухумский район, на территории которого располагается одно из самых отдаленных сел, это высокогорное село Псху, администрация которой уже пользуется электронно-цифровой подписью. Безусловно, использование и применение электронно-цифровой подписи, оно значительно повышает оперативность взаимодействия, а также скорость оборачиваемости бюджетных средств. Ну и, конечно же, применение электронно-цифровой подписи – это очень важный шаг на пути развития электронного документооборота в бюджетной среде. При разработке новых проектов Министерством финансов ведется серьезная и кропотливая работа. Предусматриваются нормы для безболезненного и успешного внедрения новых механизмов. Например, для реализации проекта казначейского сопровождения специалистами было подготовлено более 20 нормативных актов. Гугут Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.